Добрый день, дорогие друзья! Сегодня среда 4 февраля 2026 года. В общем, выхожу я с вами сегодня в эфир по интересному просто интересной, так скажем, для меня теме. Так, подскажите, как камера, конечно, очень плохая. Вот вижу, изображение довольно хреновое. Сейчас я перешлю эфир, значит, в социальные сети. Подождите, это пара кликов нужно сделать будет. Так. Конечно, нужно приобрести новую камеру. Думаю, гораздо более мощную. Значит, так. Сейчас бросим ее в основную группу. Там мои любители там уже устроили некоторые баталии, подписчики. Значит, заходите. Сегодня поговорим на щекотливую тему, так скажем, с которой, про которую все, как говорится, знают, но никто не хочет немножко говорить на эту тему. Ну, в общем, предыстория такая. Значит, сейчас я немножко не настроил эфир. Сейчас, дорогие друзья, сделаем пару небольших кликов. Значит, небольшие клики. Значит, вот эту вот штуку. Ага. Так. Угу. Вот так сейчас. Ну и буду вам по ходу дела транслировать, что же все-таки произошло, что это за таинственная бурятка. Ну, сейчас уже не таинственная, поскольку, значит, уже расследование было, значит, проведено и, как оказалось, уже давным-давно все опубликовано. Так. Значит, сейчас переходим. Ну, как это все произошло? Читал я какую-то статейку, значит, в Твиттере, и там, ну, все Эпштейн, то там, значит, Трампа ищут, обвиняют там его во всяких каких-то смертных грехах. Но я свято уверен в том, что, конечно, на Трампа там возвели поклеп. Не думаю, что он, значит, занимался какими-то такими делами, в которых его обвиняют. Конечно, явно не был, значит, э, не поддерживал, так скажем, семейные ценности. Это 100%, потому что сколько, 3 или 4, Мелания сейчас у него, по-моему, четвертая жена, если я не ошибаюсь. Но в тех связях, в которых обвиняет, пытались вот эти демократы там, значит, что-то тень на плетень навести, не получилось, но вылезло очень много любопытных файлов там, значит, с Клинтоном, с этим бывшим принцем Эндрю, с Гейтсом, значит, с такими, ну, так скажем, с тузами, да, которые там миллиардеры там, значит, и все прочие. И вот, конечно, естественно, там людишки помельче, вот, которые там, значит, проплывали. Ну, и я вот решил, значит, дай-ка гляну, а что за файлы Эпштейна. И сейчас вот как раз переходим, где вы их можете найти. Сейчас переходим, видим, значит, страницу. В Гугле вы вбиваете, значит, Justice.gov. И тут сразу видим вот здесь вот прям, я не знаю, видно вам, не видно, тыкаем Epstein Library. Тыкаем «Я не робот». Да, 18 лет, естественно. И вот, пожалуйста, значит, здесь написано,
полная, значит, библиотека уголовного дела Эпштейна. Ну и что я первым делом делаю? Конечно, я вбиваю Бурятия от Енисея до Амура. Бурятия от Енисея до Амура вбиваю. Сейчас, если я покажу, подождите. Так. Сейчас. Где-нибудь поставлю. Так. Не понял. Так, меня видно вообще, нет? Лицо-то мое видно. Сейчас. Ага. Сейчас тыкаем переход. Небольшая задержка, видимо. Угу. Не видно. Что за ерунда? Угу. Сори, я тут вообще нету пальто, короче, вытянул. Так. Co to za jakiś okupację czajnika, co? Так, добре. Так. Так, сейчас. Тут. Ё-моё. Век бы этим АБСом не пользовался нахрен. Так. Вот сейчас переходим, короче, значит, на... Так, все, вроде бы я настроил, дорогие друзья. Пишите комментарии. Ну, в общем, вы и сами знаете, что нужно делать, те, кто занимается расследованиями. Ну вот, вбиваем Бурятия, значит, от Енисея до Амура. Ну и думаю, сейчас не выскочит ничего. Ну, может быть, какая-нибудь неинтересная информация, значит. Тыкаем Бурятия, и, как мы видим, ничего не выскакивает. Но, зная вот этого разного рода, значит, поиски, надо вбить корень. Вбиваем бурят, тыкаем. И оп! Выскакивают файлы. Значит, они здесь разбиты определенным образом. Вот мы видим просто обозначение EFTA, значит, там какой-то произвольный номер. Я, правда, не знаю, может быть, они каким-то образом в Министерстве юстиции Соединенных Штатов, они там сгруппированы. Тем не менее, я так понимаю, что это было все удалено, и потом это было восстановлено, значит, какими-то методами, значит, или судебными актами, или еще чем-то, короче. Я так понимаю, что это была переписка в e-mail, и даже вот какие-то, значит, люди создали даже целый сайт, в котором вот как будто бы сосредоточена там переписка. Но в этом сайте я залезал и проверял вот эту информацию, ее там нету.
То есть там избирательно, значит, людишки вытянули файлы и сделали такой, ну, знаете, избирательный Gmail такой, да, под видом Gmail, короче, там похоже на Gmail, но вот этих вот файлов нету. Поэтому важно именно обращать внимание на то, что в официальных источниках опубликовано. Ну и вот берете, тыкаете, там PDF-чик, вдруг открывается. Вот смотрите, 23 мая 2017 года, значит, 12:49 по полудню, значит, пишут именно еще, интересно, смотрите, какой у Эпштейна mail, G-Vacation, то есть он когда на отпуске, ему надо слать именно на этот Gmail, а не на какой-то другой. И вот кто-то, я представляю, кто, значит, шлет строчку, значит, с бузами. Бузы бурят, meat dumplings. Пожалуйста. Я такой, оп, делаю пост по поводу того, что, значит, у Эпштейна в файлах обнаружились там, значит, бузы. Я такой думаю, очень интересная информация выскочила, да? Ну, как это? Ну, думаю, первый сайт, ладно. Тыкаем на вторую. Там тоже какая-то переписка, видимо, здесь какие-то фото должны были быть. Значит, тыкаем на третью. И оп, смотрю, e-mail, значит, да? Сейчас я посмотрю, как вам видно все там на экране. Значит, выскакивает email, адресованный Ричарду Кану. И параллельно, вот это вот видите, CC, это значит скрытая копия, значит, отправляется Джеффри Эпштейну, значит. И, значит, текст письма, ну, в общем-то, обозначение его. Информация, значит, по переводу в Россию. И вот она, собственно говоря, пишет, что приветствую, Ричард, я вообще не уверена, значит, сообщал ли тебе Джефф. Я бы хотела, значит, чтобы ты перевел 10 тысяч, 10К, 10 тысяч долларов моим на банковский счет моих родителей. Здесь информация, которая тебе может понадобиться. Я такой, оба, думаю, что такое, Бурят Бранч. Понимаете, и вот по этим словам как раз вот это все обнаруживается. Ну, и значит, пожалуйста, дай мне знать, если какие-то вопросы, спасибо. Понятно, что как дальше расследование идет. Ну, странно, то есть это значит какая-то девица, значит, пишет адвокату, это легко очень гуглится, выбиваете в Google Ричард Кан, Джеффри Эпштейн, кто такой Ричард Кан, короче. И там тебе вылезает информация о том, что это аккаунтант, бухгалтер. Думаю, ладно, пойдем дальше. Значит, гуглим, значит, email. И вот, значит, по-видимому, значит, вот еще кому-то присылается здесь, значит, бурятская, про бурятскую еду какой-то. Вот Джеффри попробовал Russian / Buryat food. И угадай, что у него теперь в любимицах, короче. Это вот, значит, как будто бы что-то там делается. Это 14 августа 2017 года. Значит, вот там какие-то файлы, там все прочее. Сейчас дальше смотрим. Это не то. И вот, значит, смотрим, значит, следующее письмо. И вот там, значит, Ричард Кан пишет, значит, Джеффри Эпштейну, значит, о том, что да, вот типа, ну, дорогой друг, там, значит, я вот хочу от тебя подтвердить, все ли окей, насчет 10 тысяч, короче, долларов, типа, через ДБ это Deutsche Bank или через First Bank. И я, говорит, никогда не говорил насчет этого имейла с вот этой и с Кариной. А Карина это установленная, значит, девица. Я так понимаю, что у этой Карины родители живут где-то в Ногинске. Дальше она там в переписке вылазит, что ей нужно 20 тысяч. И вот, в общем, значит, этот Ричард Кан, значит, там пишет этому Эпштейну.
Вот здесь какая-то вот переписка, короче, вместе вот с этими, со старыми, значит, письмами. Значит, вот как переслать. И я почему-то не вижу вот этого файлика. Неужто его исключили? А, вот он файлик. Бах, короче. И тут, господа, целая открывается, ну, такой кладезь, короче, да. Вот мы видим о том, что переписка насчет вот этих 10 тысяч была в феврале 2016 года. Вот мы видим, да, февраль 2016 года. И, значит, вот тыкаем дальше, там пролистываем все, и бац! И уже 11 февраля, то есть там 16 февраля, это значит, была переписка, а 11 февраля вот этот хрен, он отправляет, Ричард Кан, видимо, Джеффри Эпштейну не фактуры, а как они называются-то? Ну, платежки, что ли. То есть, куда отправлено. И тут возникает информация о некотором Болотове Балдане Бадмаевиче, Бурят Бранч, значит, 8601/107. Пробивается легко этот адрес, короче, это Сбербанковское отделение, находящееся по улице Проспект Строителей, 12, короче. Ну, там большое такое отделение, знаете, находится, кто в Улан-Удэ живет. И то есть в 2016 году десятка, там 800 примерно тысяч падает какому-то Балдану Бадмаевичу, короче. При этом вот мы дальше смотрим, вот это рассекреченное, это было вот прям написано конфиденциальное, но было, значит, вот рассекречено и до сих пор находится на, значит, сайте. Вот здесь вот 20 тысяч ушло, значит, вот этой Карининым родителям, значит, ушло. Видимо, они там еврейский бутерброд делали, еврейско-бурятский бутерброд там с Эпштейном, короче. Ну и, видимо, сговорились две девицы хитрые, короче, с богатенького, значит, как его там, наглого пса или хитрого пса утянуть, значит, там какую-то копейку. Ну и вот здесь вот показано, что он осуществлял переводы, и это, значит, осуществлялись переводы через первый банк Пуэрто-Рико. То есть это явно отмывочные какие-то деньги. Вот мы видим, значит, какие-то другие платежи там уходят во Францию, там, значит, еще в какие-то страны. Ну, такие совершенно небольшие платежи. Ну, это явно там за билеты, ну, вот, пожалуйста, 700 тысяч. Эпштейн между какими-то счетами перекидывает, понимаете? То есть порядок сумм, да, вот из первого банка Пуэрто-Рико перекидывается в Deutsche Bank, в какой-то траст, значит, в Нью-Йорк там и так далее. Ну, то есть вот бабки между счетами этот товарищ гонял в большом количестве, конечно. Так, дальше. И вот отсюда, да, соответственно, так, а что такое? Что такое, дорогие друзья, где захват экрана? А, я закрыл его. Так, сейчас. Ну и вот, соответственно, отсюда возникает вся вот эта информация, о которой я бы хотел поговорить, потому что копать. Такая вот, я прямо две ночи не спал для того, чтобы, ну, вот узнать, что это за фурия, которая, значит, дурила и вытягивала денежки, короче, с педофила Эпштейна, значит, да, осужденного педофила Эпштейна. Что это за такая девица, там, значит. Ну и вот, соответственно, короче, вот информация быстро достаточно копалась. Ну, в общем-то, я прогуглил, значит, вот эти вот все сайты у меня на Фейсбуке, там, значит, выставлены, значит, публикации. Кто хочет, может зайти туда посмотреть. В общем, я с помощью чата GPT перевел эти переписки. Сканы у меня все есть. И, значит, далее гуглив в интернете уже информацию по вот этой особе, которая... сейчас дальше я вам скажу, какая информация вышла. В общем, я прогуглил, в итоге установил личность этой вот неизвестной бурятки с Эпштейновского острова.
И, собственно говоря, вот в этих документах, которые были опубликованы на сайте Эпштейна, я обнаружил e-mail. Я думал, может быть, он не действующий. На этот e-mail написал письмо о том, что ну, я являюсь блогером, значит, не могли бы ли вы дать мне интервью для того, чтобы ну, прояснить ситуацию, как вы и ваши родители, значит, оказались в файлах Эпштейна. На что мне пришел не от этого человека, не с e-mail этого человека, а совершенно с другого, значит. Сейчас я вам докладываю, даже прочитаю, как этот e-mail выглядит. В общем, там в переписке не состоялось, потому что, ну, я, в общем-то, посчитал, что достаточно странный email, потому что, как бы, я его просто задавал одному человеку, а как сейчас делаю? Вот. От Британи Хендерсон, значит, пришло письмо. И перевод его такой. Рената значит, одна из многих жертв Джеффри Эпштейна. Она пережила серьезные издевательства со стороны Эпштейна и теперь, как и многие другие жертвы, подвергается повторной травматизации из-за неправомерного разглашения ее личных данных Министерством юстиции США. Просим вас не упоминать ее имя в публикуемых вами материалах. Большое спасибо. Британи Хендерсон, юрист, значит, Эдвард Хендерсон, 425 Норт Эндрюс Авеню, офис 2, Форт Лодердейл, Флорида, значит, 33301, и даже этот указан. Поэтому я, ну, в данном видео, значит, не буду говорить, потому что, ну, как бы, и так все понятно, то есть и так все опубликовано еще до того, как вот я, собственно, письмо написал, поэтому, ну, как бы, интернет это же такая вещь, что раз ты один опубликовал, там сидят уже те, кто скринят эти постоянно, вот у меня там полно этих, значит, любителей, которые мои каждые посты скрининг где-то там коллекционируют и так далее, не одна и не две даже дуры таких есть, не говоря уже о всяких там подментованных, подгибленных, значит, стукачках типа там мерзкой карлицы, мента Хасуева там и все прочее вот этой мрази, которую, значит, забросили сюда на ответственную работу. Но, а интерес-то какой, вы поймите, что, допустим, появилась бурятка, да, у известного педофила в Соединенных Штатах. А как он ее зацепил, вопрос? Вот как он зацепил вообще, как она вообще оказалась вот, в его вот этих списках-то, вот здесь вот. Как она вообще оказалась-то вот здесь? И сразу возникает вопрос, а не есть ли какая-то сеть, которая заманивает вот этих девиц под видом того, что они будут работать, значит, всякими моделями и всем прочим, да, этим несчастным, убогим, нищим девкам, значит, буряткам ездят по ушам, различного рода скауты там говорят, ой, ты такая красивая, ты такая прекрасная, тебя там в педофильских всяких Япониях, в педофильских Китаях там хотят видеть в виде модели, будешь ездить там работать. А в итоге они приезжают, а там оказывается контракт, чтобы заработать копейку, нужно там по 12, по 14 часов в день работать, короче. А альтернатива есть прыгнуть там на чьи-нибудь китайские или японские, значит, эти, там еще какие-то действия делать. И это вот там 13-14 лет девочки. И вообще вот эта вот вся модельная вот эта вот деятельность, это, ну, еще из советских времен, там вот эти валютные эти интердевочки, эти проститутки и так далее, они же все под контролем ГБНИ были. Ну, и даже не с той целью, чтобы там какие-то секреты выведать и так далее, а просто бабки. Потому что это был источник валюты, короче, да. Потому что валютная проститутка, она же неспроста валютная называлась, она же за валюту работала, в общем-то. И ГБНЯ, в общем-то, отлавливая вот девок с определенного рода психическими заболеваниями, да, вот этими различными расстройствами и так далее, она же их использовала. Первые даже капиталы, которые говорят, была такая информация в сети, интернет, даже кто-то писал по поводу Ходорковского, что Ходорковский, будучи вот этим деятелем, значит, комсомола, они проводили какие-то конкурсы красоты.
И вроде как первые даже вот эти участницы конкурса красоты потом оказывались не на панели, а именно в каких-то вот элитных кругах. Ну, поскольку она со званием же там выезжала там, то есть при этом вроде логика была даже такая, что их специально даже женили на каких-то престарелых, видимо, агентах ГБшных, ну, знаете, всяких лордах там и так далее. Их женили для того, чтобы потом, после того, как этот, значит, гомосексуалист или там еще какой-нибудь лордик помрет, она потом делилась наследством. То есть она как бы не сидела на этом, она знала, кому она обязана тем, что ее вообще выкинули с этого Урюпинска, с Улан-Удэ, посадили, значит, куда-то, значит, на какое-то, значит, на какое-то место, да, и вот она благосостоянием своим кому конкретным, значит, вот этим товарищам обязана. И в данном случае вот возникает вопрос, это продукт, вот эта девочка, того, что она как голдигерша или как любая нищая там с талантами девушка решила покорять столицу мира, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, и вдруг ее там где-то кто-то заметил, значит, кто-то пустил в обороты, пустили ее там, значит, во все круги ада, как говорится, или же это кто-то из Бурятии работает до сих пор на вот этой теме, ищет девочек через всякие модельные агентства, значит, и далее отправляет вот в этот мировой круг, так называемый, ну, для отдыха там и так далее. Мы же знаем вот эти все практически, они же наперечет все эти организации в Бурятии, которые занимаются там отловом, так скажем, лохматого золота. Ну и, откровенно говоря, в бурятской среде это же не первый случай, да, то есть мы все помним вот такую модель, супермодель ее даже называли, Ирину Пантаеву. Немногие помнят, правда, историю, как она подымалась, хотя есть такой Петр Листерман, который выдавал интервью различного рода, да, и который был, это все, значит, проверяется, был ее первым мужем, потому что если вы видели любые фотографии, вбейте фотографии, значит, первый сын Ирины Пантаевой, вы внезапно обнаружите о том, что первый сын Ирины Пантаевой, вот копия, значит, этого Петьки Листермана, который занимался сводничеством, ну, один в один. И он в одном из интервью говорил, что он вот эту чукчу продал, значит, гомосексуалисту, модному фотографу, значит, в Нью-Йорк. И тот, ну, видимо, там, я не знаю, там, ну, в общем, они там разрослись, их семья разрослась, так скажем. И в этом отношении, конечно, вот эту девушку бесконечно жаль, если вот она действительно попала в условия, когда, значит, действительно она из-за своей нищеты, из-за вот этой колониальной обструкции, из-за вот этого всего того, что с люмпинами-комбедовцами сделали, да, что вот это безродные люмпины-комбедовцы, отсутствие воспитания в семье, да, вот эта практичность, как будто бы, которая подменяется бурятскими традициями, да, ну, то есть, вот сейчас любую возьми, там, значит, с какого-нибудь, я не знаю, там, с первого, со второго курса БГУ, и вот расскажи эту историю, это же как Золушка практически получается. Вот вы пичкаете бурятских девочек ненужными вот этими нарративами о том, что какой-нибудь богатенький хрен придет там, и она заживет себе спокойно там, хорошую жизнь там и так далее. Вот не получится этого. Если вы там, женщины, значит, как там один у нас активист есть, говорит, буду, говорит, заниматься развитием профеминизма среди коренных народов. Вот вам, пожалуйста, пример профеминистской позиции. Вот девку, вместо того, чтобы, значит, 20-18 лет выдать замуж за какого-нибудь бурята, чтобы к 30-40 годам она успокоилась, с 5-7 детьми сидела, например, где-нибудь в юрте и посла баран, да? Вот ее учат, обучают, значит, отправляют. Не пойми, чем она там занимается, короче. Потом дальше там расследование происходит. Я сконтактировался, значит, с одним аккаунтом в Твиттере. И вот, в общем, мы обменялись новым пакетом данных, так скажем, вот по этой девице.
И выяснилось не только переписка, которую они осуществляли, так выяснилась еще информация, что и некой женщине с такими же инициалами в 2010 году лечили зубы, например. То есть сколько эта связь продлилась? Что-то не похоже на какие-то кратковременные там вот эти вот, значит, девицы, которые там в 19 или в каком году там интервью жертвой как будто бы были, вот эти американки, которые там за $200 и так далее. Ну, мы же видим, вот смотрите как, да, получает бабки, короче, там пишет ему, значит, модель, значит, на съемках попросила освободиться, значит, пораньше. Можно, она к нему заедет и, ну как заедет, зачем? То есть ей нужно оплатить $2000, значит, за зал, за жим и, значит, и оплатить денежки за учебу, короче, за семестр. Ну, то есть Эпштейн ей отвечает, ну, только подмойся, говорит, маня, подмойся. Я не знаю, говорит, что такое интервью, но на всякий случай подмойся, как в этом анекдоте, да, про интервью. И она пишет, да, я, говорит, пошла в душ, типа, короче. То есть, видите, с позиции вот этого люмпина-комбедовца, ну как, ну, разводит мужика богатого. Как талантливая девушка, короче, заботливая дочь, которая выбивает, там, могла бы и $100 000 выбить, выбила десятку, ну тоже нормально. По головарским-то люмпино-комбедовским меркам целая же машина это тогда было, целый Приус же, американский Приус, кстати. И дальше там тоже переписка есть, значит, в котором указано, что данная вот особа, она потом оказалась на конференции ООНовской в 2023 году, даже статью написала. В LinkedIn вы можете найти, значит, фотографии вместе с ней. Значит, там она себя указывает, что она представительница фонда, одного, который занимается продвижением наличия чистой воды по всему миру. И где-то вот, я не помню, в каком-то сериале, по-моему, «Миллиардеры», там как раз вот эта тема описывалась о том, что сейчас, через какое-то время, ну, типа, подогревает такую тему о том, что надо сделать так, чтобы везде вода стала грязной. Вот этот микропластик, вот это все выдумывают, всякую чушь, короче. Ну, для этих, для больных АКР там и так далее, которые вот воду не пьют. Ой, там же микропластик, я воду эту пить не буду. Ну, понимаете, ну, вот у больных людей. И они создают, вот это начинают создавать, то есть таргетировали вот этих больных людей, АКР, и они всем начинают говорить, что пить воду нельзя из-под крана. Там микропластик надо пить с бутылки. Будто бутылка, не состоящая из пластика, не дает какой-то микропластик вот в ту воду, в которую вы пьете. Ну, это же идиотизм. Но больных АКР в этом убедили. И эти больные АКР последние копейки будут тратить, пить воду из бутылок каких-нибудь. Я вот не понимаю этих людишек, которые, значит, недавно тут шел, и это тело там дохлое, короче, тащит там 20 или 25 литров воды, короче, в бутылках. Здесь, в Польше, в Варшаве, любую воду можно пить из-под крана. Даже просто так взял, стакан налил воды, короче, пей. Здесь она проверена, и точно так же, как в Улан-Удэ, ну, правда, не в период половодья, так скажем, но пить воду можно, проблем нету никаких. И бактериальные, и органолептические, с водой все нормально. И вот этим как раз, вот эти всякие фонды, созданные всякими вот этими мошенниками Эпштейнами, значит, они занимались. И вот она там типа в ресерче сидит, короче. И там есть такая переписка, в которой вот эта девица, значит, торгуется. Ты, говорит, мне обещал селлери 100 000, а я пришла, и мне говорят, что ты будешь получать селлери 48. Это, говорит, даже ниже, чем, значит, селлери самых начинающих, которые здесь работают. Не знаю, правда, чем эта переписка закончилась, там просто вот сам факт этот был, потому что, ну как, это можно трактовать как отстаивание своих прав. То есть девица свои права с этим, с Эпштейном отстаивает. Ты обещал сотку, ты должен мне сотку. И, в общем-то, для вас, люмпина, комбедовцев, для многих это же как пример. Вот, посмотрите, девочка там с какого-то ПГТ Новоорловска или откуда она где там родилась, в каком-то Забайкальском крае, короче.
значит, без каких-либо видимых шансов на то, чтобы это вдруг в дамке практически прорвалась. Может быть, значит, вот эта работа стартовая, так скажем, на которую ее засунул господин Эпштейн перед самым, видимо, вот этим вздергиванием у себя там, да, теперь девица это, ну, видимо, когда, сейчас там, подождите, вот этот фонд, который был создан, это говорит фонд, который вполне возможно был создан под влиянием вот этой Дроковой, девицы-то, вот эти сиськи так называемые, да, Якименко, как пиар-проект, потому что он пытался очистить свою репутацию через создание каких-то некоммерческих фондов, которые там экологией занимаются, еще какой-нибудь борьбой, там феминизм, еще какая-нибудь шляпа там и так далее. Туда накачивал деньги. И когда он вздернулся, и, видимо, проектов уже не было, ну, то есть те бабки, которые были загружены в фонд, они там до 2023 или до 2024 года проработали, ну, и потом, видимо, фонд, он как в таком состоянии в виде информационного сайта, значит, висит, работает, то есть он существует, а фактически заработную плату не платят, и сейчас вот американские исследователи установили, что это неизвестная девушка, так скажем, она работает в Нью-Йоркском водопроводе, то есть на стратегическом объекте, напоминаю. И вот у меня тут сразу несколько вопросов возникает. Во-первых, если ее адвокатша или там юрист пишет о том, что она жертва, где заявление жертвы? Раз. Второе, женщина, судя по всему, не бедная. Ну, это как вот бывает, есть же вот истории про бурят-монголов, значит, и про бурят-монголок, например, вот как, значит, бедные бурят-монголки зарабатывали себе на предание, чтобы на приданное. Ну, вроде как торговали собой, значит, для того, чтобы приличного мужа взять. Но тогда это считалось нормальным в те времена, да, то есть как бы женщину взять с приданным, короче, то есть не с прицепом, а с приданным. По некоторым источникам, я вот даже читал, и с прицепом брали, потому что, ну, как бы раз одного она родила, и тот живой вылез через дырку, да, то, соответственно, и второй пролезет. Это так считалось. Ну, то есть практика такая. Жизнь-то была бедная, убогая, никчемная, без, значит, всяческой родовспомогательной помощи, без каких-либо вот современных методов, да. И вот тогда такие женщины ценились. Сейчас, не знаю, ну, наверное, какой-нибудь люмпинокомбедовец такой, интеллигентишка, значит, профеминист, он, наверное, такую сейчас девицу-то может взять. И, в принципе, я говорю, что наше сообщество должно эту женщину поддержать, но если она будет стоять на антиколониальных, значит, за независимость Бурятии, и выступить с этим публично нужно выступить. И поэтому я говорю, что для чего, вот как с этим, с Чукчей с Дором, да, ситуация. Вот, что за активистки, я поражаюсь. Я не с Дору поражаюсь, там это сексуальная практика коренных малочисленных народов Севера, она всем известна, что это бутылочка, закусочка, музыка какая-нибудь. Ну и, в общем, ты можешь танцевать, представительниц, так скажем, северных народов, и проблем никаких не будет. Чем больше бутылок будет, тем легче, так скажем, податливее будут моральные устои, так скажем, современных, значит, вот представительниц вымирающих народов. А вот с бурятами, совершенно с бурятками особенно другая ситуация, что, потому что вы зачем учитесь-то, вам зачем образование дано, вам зачем возможность в Соединенные Штаты ехать, чтобы вы вот так, что ли, потом в каких-то сомнительных файлах всплывали, что ли? Ну что вы не можете охомутать какого-нибудь приличного миллиардера, короче, что за, ну, ни рожи, ни кожи, вообще никакой внешности нет, ну вы что, себя не уважаете? А это из-за чего происходит? Из-за колониализма, из-за того, что буряток воспитывают в неправильных нарративах, неправильные детские сказки, неправильные детские игрушки, неправильная мода, неправильные журналы о моде.
И, конечно, бурятка, она вырастает с дисморфофобией страшной абсолютно. Я таких буряток очень красивых, очень замечательных встречал, которые хотели себе все лицо переделать, закачивали эти ужасные губы, там, делали вот эти большие европеоидные глаза и так далее, чем себя, свою азиатскую красоту портили. Хорошо сейчас вот молодежь, она там вот эти кей-поп культуру смотрит, корейскую культуру, японскую, китайскую и так далее. Они себя в меньшей степени уродуют. Но мое поколение, вот эти блондинки бесконечные там, и так далее, вот эти попытки там свою бурятское широкое лицо там запрятать, сделать за ужином там и так далее. Ну, это я считаю, что это болезнь колониализма. И, конечно, вот в таких условиях вот этих бурятских женщин, вот этих, особенно карлиц всяких мелких вот этих, ладно бы еще фактура какая-то была, ростик там и так далее. Вот представляете, какой тотальной нагрузки, какой опрессии подвергались вот эти все женщины некрасивые. Ну, по нашим, по азиатским меркам. Как бы. Поэтому неудивительно, что там всякие там потом пишут мне в комментариях, а я вам не подхожу, говорит, у меня же и муж, и дети русские. Я говорю, как ты, бурятка, могла воспитать русских детей? Понимаете? И сейчас трындеть на всех там, значит, каналах, на всех парах, значит, болтать по поводу того, что, значит, вот там русские нас там уничтожали, там еще там какие-то общеизвестные факты. Так ты ж в семье воспитала Мангадяр, Юля, понимаешь? За что ты часто свой рот разинула, короче? У тебя муж Мангадяра, дети Мангадяры. Юля, одумайся. Топи дальше, как ты топила на Первом канале за свой русский мир и так далее. Понимаете, ну, отрядили, потому что боятся, что Бурятия для бурят будет. Бурятам бурятская власть, что этот проснется вот это на фоне вот этих всех национальных унижений, которые мы последние 100-150 лет испытываем. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Вот что должна сказать эта девушка, выйдя и сказав, что мы страдаем из-за Русни, что мы страдаем из-за Мангадяр. Каждому буряту, который сидит в детеншене, я переведу 5000 эпштейновских денег. Вот так должно быть. И вот когда она выйдет, это скажет, и тогда мы ее, естественно, поддержим. Поддержим эту несчастную женщину, которая подвергалась издевательствам со стороны Эпштейна. И каждый должен ее поддержать, направить, значит, в нужное русло. Какой-нибудь бурятский профеминист, который сейчас меня смотрит и негодует там в Соединенных Штатах Америки, должен встать перед ней на колено и сказать, мы тебя берем в жены. И вместе они создадут ячейку бурятского общества и начнут плодить американских бурят с еврейским душком, возможно. А пока, чтобы вот такого не наступало, чтобы ваши дочери потом, вот вы сидите здесь где-нибудь в Бурятии, там смотрите меня и так далее, думаете о будущем, чтобы ваши дочери не пошли по тому же пути. Потому что вот эти развратники, вот эти любители колониализма, любители легких денежек, они вокруг вас крутятся, вот эти все черти. Вокруг нас крутятся. Мы для них теперь как ресурс. И вот не будьте как эта девка, которая вот там все прошляпила и сидит сейчас молча, не высовывается, не записывает видео. А она выйдет, и она должна выйти и сказать, что Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Когда вы в это будете верить, никаких вот таких девиц не будет. Будем отправлять с женами для королей. Вот так, как говорится, ебать так королеву. И в этом отношении вот эта вот идеологема, она очень важная, короче. Берегите честь молоду девицы. Бурятские девицы тем более. А те, кто не бережет честь молоду, мы вас зачислим в штат наших бурятских разведчиц. Вступайте в нашу партию. И потом своим внучкам вы будете рассказывать, что вы не какие-то шлюхи подзаборные, а вы работали на бурятскую национальную разведку. Бурятия для бурят,
бурятам бурятскую власть, Бурятии от Енисея до Амура. Только так и не